Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. И сянмасыз, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях известные казанские повара, которые недавно прилетели из Испании, где они представляли Республику Татарстан на российских гастрономических неделях. Встречаем Роберт Камалеев и Радик Хайбулов. Роберт, приветствую! Радик и сянмасыз. Ребята, ну вылитые испанцы, ну посмотрите, какие парни. Ребят, с приездом. Рад, что вот прям с Испании сразу к нам на кухню. Как настроение? Отлично. Бодрое. Бодрое? Ну, конечно, в Испанию слетали. Испанцев накормили татарской кухней. Что будем готовить, ребят? Так, сегодня приготовим зурбалеш с полбы бараниной и замечательный десерт татлы. То есть это те блюда, которые вы готовили в Испании? Да. И как испанцам-то вообще понравилось? Они были в восторге, им все понравилось. Мы взорвали Испанию. Взорвали Испанию татарской кухней. Но мы сейчас об этом и обо всем поговорим. Давайте, ребят, кто чем занимается? Сегодня 3 татарских мужчины готовят. Я думаю, быстро все у нас будет. Давайте распределяем роли. Для вас мы приготовили лучок. Я так и понял. Спасибо. Смотрите наши программы. Знаете, что я люблю резать лук. Я возьму мясо. Я займусь тестом. Ради займется тестом. Мясо мы сегодня используем баранину. Ну и вместо картошки у нас сегодня полба. Давайте, ребят, начинаем. Но у меня первый же вопрос. Вот иностранцы, они же ни полбу, ни гречку не знают. Что там испанцы говорили? Нарсяу, что это такое, ребята? Не спрашивали? Вот откуда? Каждое блюдо представляли, ходили в зал, рассказывали про него. То есть сначала была визитка этого блюда, да? Да. Из чего делать, какие ингредиенты? Полностью как шоу, получается, все рассказывали, показывали, объясняли, рассказывали историю. Так, вы на каком языке-то общались? На татарском с ними? Мы разговаривали на русском, у нас был переводчик. Кроме вас, на этом фестивале же еще была и русская кухня представлена. Были регионы с Россией. Вот кто, кроме Татарстана, участвовал? Представляли север, Екатеринбург, вот Екатеринбург, Краснодар. Это получается юг России. Север России это Великий Новгород и Сердце России, Татарстан. Сердце России, Татарстан. И также был Нижний Новгород, он представлял Поволжье. Так, мы уже перешли к тесту, я смотрю. Расскажи, пожалуйста, вкратце, как мы делаем тесто и из чего? Так, нам нужно будет сметана, масло сливочное, мука и яйцо. То есть смешиваем, то есть получается пресное. Пресное тесто? Да, пресное тесто. То есть не дрожжевое? Не дрожжевое. Добавлю щепоточку соды. Ребят, вы все-таки профессионал. Скажите, какое лучше тесто? Дрожжевое или пресное? Ну, смотря для чего. Ну, вот конкретно, если мы делаем зурбалеш. Зурбалеш лучше пресный делать, потому что она готовится долго в печи, почти 3 часа, как бы дрожжевой она подсохнет. А здесь у нас жирненькая такая, она становится нежной, пропитывается с этим ароматом всем. Ребята, а вот почему именно готовили зурбалеш и татлы? Вот какой-то конкурс местный здесь был, почему выбрали эти блюда? Ну, татарское, национальное. Нет, ну почему не эчпочмак, например, тот Кошмак же? мы тоже готовили. Там подавали и баранину, и гуси. Да, с бульоном. Гусей. Ну, зурбалеш это наше национальное блюдо, как жемчужина татарской кухни, потому что зурбалеш готовят на праздники, в деревнях, особое. На свадьбы. Особое блюдо, я вот считаю, мы считаем. Вот, за это мы решили представить именно зурбалеш с полбой. Ребят, сейчас профессия повара, она стала популярной, понимаете? Вот, тем более вы сейчас приходите, люди говорят, вот, мы тоже хотим стать поваром. Что нужно для того, чтобы стать настоящим профессиональным поваром? Ну, мне кажется, это заложиться должно с детства. Уже с детства должна быть любовь, готовки, кулинарии. Самое главное желание. Ребят, ну вот как было у вас? Расскажите, давайте по очереди. Было мне 7 лет, и я пришел со школы, и мне захотелось кушать. И я решил что-то себе приготовить. Ну, приготовил яичницу, как бы, и с этого как началось. Я постоянно маме помогал.
на праздники. Раньше же как праздник был? В субботу-воскресенье мать выпекала треугольники, пироги какие-нибудь. Очень интересно было. И тоже все щипал, делал, пельмень лепил. И вот, видимо, с этого с детства заложилось. Радик Хайбулов, повар. Стаж работы 20 лет. Окончил Казанское профессиональное училище номер 116. По специальности повар-кондитер 5-го разряда. Отслужил в армии на военно-морском флоте «Фоком». В разное время работал поваром в ресторанах «Булгар», «Якитория», ночном клубе «Арена». Сейчас работает в ресторане «Тимирхан». Радик проходил стажировку в одном из лучших ресторанов Москвы. А в октябре 2015 года принимал участие в Российской гастрономической неделе в Испании. Так, Роберт, расскажи, как у тебя? У меня, наверное, это все заложилось в деревне, когда у меня бабушка в печи выпекала хабартма, хабартмалар, вот это мы пироги. Роберт Камалиев, повар. Окончил Казанский профессиональный лицей номер 115 по специальности повар-кондитер. Отслужил в рядах вооруженных сил в качестве повара. В разное время работал в ресторанах «Венеция», «Елки-палки», «Вишневый сад», «Панорама», «Экстра Лаунж», «Натюрлих», а сейчас работает в ресторане «Тимирхан». Роберт участвовал в организации мероприятий для саммита ОПЕК, съезда «Газпрома», универсиады, чемпионата ФИНА и соревнований по стрельбе. Так, ребят, лук у меня готов. Мясо Баранину практически дорезали. тоже готово. Тесто тоже замесили, сейчас даем отдыхать полчаса. То есть тесто мы на полчаса отправляем в Турцию. Отдыхать. Так, лук я обжариваю, да, ребят, на растительном масле? Да, нарастить. Так. Что делаем с мясом пока? Так, мясо мы делаем сейчас начинку, замешиваем. Полбу заранее мы, конечно же, отварили. Да. Предварительно полчаса варим. Замочили. То есть полчаса варится обычно полбу, да? Да. Но предварительно замачивается еще. Сколько замачиваем мы? Часа на 3. 3 часа. Ребят, ну вот что самое главное, закончил, например, любой желающий училище кулинарное, и затем сразу становится су-шефом, главным на кухне? Конечно, нет. Надо, практика нужна. Наставники хорошие. У вас были наставники? Или те вот люди, повара, которые вас вдохновляли на эту профессию? У меня первая учительница была Зухра Мансуровна. Еще ресторан «Наурыз» был на кольце. Райса Абировна. Потом в ресторане тоже других очень много обучали. Ну, раньше жестко было. Пришел, если ты повар, значит, зашел в цех и все, работай. А сейчас, То есть поблажек не было никаких? Нет, нет. Самый вот, основной мой наставник – это Рыжайкин Константин Николаевич. Мы познакомились с ним с Венеции. Также Гульсина Апа – это незаменимый повар Рыжайкина Константина Николаевича. Она вот от и до научила меня с тестом. Также Константин Николаевич меня тоже очень всему многому научил. Ну, кстати, Константин Николаевич был на нашей кухне. Правда, о тебе не вспоминал, но говорил, что у него самые лучшие ученики в Татарстане. Он не ошибся. Да, мы ему привет, кстати, передаем большой. Процесс у нас идет очень интересный. Можно вот так сделать, Руслан. Ну-ка. Вот они мастер-классы от поваров. Посмотрите, Роберт. Ну-ка я попробую. Ну, да, я боюсь, знаешь, если я сейчас переверну, не дай бог, лук, И все-таки по новой. кушать хочется, надо доделать беляш. Так, начинка сейчас у нас, да? Да, для начинки мы берем полбу, Смешиваем ее с мясом. смешиваем с мясом, добавляем лук. Также добавляем сливочное масло. Масло. Будем солить, перчить? Да, обязательно соль, перец. Так, соль, перец. Так, Радик, ты почему стоишь? Рассказывай, что делаешь. Так, тесто Перчик. у нас дошло. Сейчас начнем его раскатывать. Разделим сначала на 3 части. Так, подожди, первая часть, я понимаю, низ, Низ, вторая крышка, а третий кусочек? Колпачок. Вот он, самый Самое колпачок. главное. Ребят, есть у меня вопрос. Вот сейчас вы знаете сами, я думаю, по телевизору видите, очень популярное кулинарное шоу. Вот мы с вами сегодня на кулинарном шоу татарском, да? Очень много сейчас сериалов про кухню. Вот неужели и в сериалах там такие казусы, очень смешные ситуации, вот то, что за кадром, когда мы приходим в ресторан, мы же этого всего не видим. Неужели так на кухне внутри весело? Да, очень весело на кухне. Вот какие казусы у вас были? Бывали, что блюдо не досолили, кольцо уронили в тесто, я не знаю, там. У нас был случай, когда мы приготовили обед, и у нас официантка взяла не ту бумажку и продиктовала другое меню. То есть вы прям большой стол накрыли, и меню было совсем... Меню поменяла. И вот И рассказала, ну, то есть зашла и спрашивает борщ, а у нас сегодня рассольник, например. Такие Роберт, что у тебя было? Расскажи нам, интересно. Сегодня мы же раскрываем секреты.
с работы все равно не уволят уже. В основном казусы были, когда был молодой, только пришел на кухню, так сказать, студент. Бегали на соседней кухне за разными соусами, которых, оказывается, и нет на самом деле. Вот. Нас, так, как сказать, учили старшее поколение, младшее поколение, всяким разным шалостям, так сказать. Вот много всяких уж. Все и не расскажешь? Все и не расскажешь в подробности. Они все прекрасно помнят, кто смотрит, кто видит. В основном студенческое время такое. То есть по отношению к поварам. чем моложе повар, друзья, тем меньше вы ему доверяете. Все понятно. Ну, а у нас опытные повара. Сколько лет, вот каждый, Ради, сколько лет у тебя уже стаж? 20 лет. 20 лет. А у Роберта У меня поменьше, у меня 8. 8, а у меня 4. Понимаете, все вместе 32, поэтому нормально. Бялиш будет хороший. Так, тесто поделили на 3 кусочка. Да. Так, надо будет сейчас раскатать нижнюю часть для начала. Сейчас фарш доделает. Ребята, вот у некоторых спортсменов есть, например, когда футболисты выходят на поле, они там целуют поле, да, кто-то там какую-то молитву говорит. У вас есть какие-то секреты приготовления блюд? Не знаю, там форму погладить, бисмилля рахман рахим сказать, что еще? Бисмилляхи рахманах обязательно. Аллах Аллах-тапшираб, И делает. чтоб никто не отравился, чтоб все понравилось. Вкладываем душу, так сказать. Начинаем раскатывать тесто, но нам нужна сковородка. Сейчас, ребятки, есть у нас специальная сковородочка для беляша. Пожалуйста. Сначала мы ее смазываем маслом растительным. То есть никакого дополнительного секрета в приготовлении зур-беляша. Вот сегодня Нет, мы... всё просто. Все стандартно, все красиво. Самое главное, вкусно. То есть старинный рецепт мы портить не будем. Нет. Так, раскатываем тесто. Да. Ребят, вот кроме того, что вы работаете в одном из лучших ресторанов Казани, вот что вы еще занимаетесь? Чем? Участвуете в каких-то конкурсах? Кого обслуживаете? Куда выезжаете? Финн, вот недавно проходил, финны по водным видам участвовали. То есть вы кормили участников этого Участников. чемпионата? Гостей. Непосредственно. Ну, соответственно, судей. не на универсиаде тоже были? На универсиады, АПЭК, саммиты, всякие различные саммиты, проходящие в Казани. Разные фестивали. Учитель года вот недавно тоже комольный. Много То мероприятий. есть, наконец-то и учителей начали кормить уже, да? А вы что же как, учитель года, вручили грамоту и все, а тут хоп, банкет. Еще покормили. Еще и покормили. Но если брать, ребят, вот наши татарские просторы, вот где еще работаете, участвуете? Сабантуй, наверное, скорее всего. Сабантуи, разные. Курбан Байрам тоже готовим. Ураза Байрам. Ярмарки всякие. Ярмарки всякие, да? Как говорится, куда пошлют. Куда пригласят, обычно звонят так: Радик, Роберт, Египляр, собирайтесь. Туда идем, да? Так, все, они раскатали. Так, Первую ага. часть выкладываем на сковородочку. Теперь нам нужна начинка. Роберт положит. Так. Выкладываем. Так, закладываем начинку. Я готовлю Так, вторую. Радик сейчас скатает крышечку. Итак, вот он, настоящий зур-бялиш. Зур-бялиш – это когда вот получается такая горочка. Это значит от души приготовлено, да? А если бялиш, когда вы приходите, он вот такой вот, и вот такой только-только выглядывает из-под сковородки, значит, ну, не очень желанный гость. Так, дальше продолжаем. Так, что сейчас, ребят? Так, значит, мы сейчас защипываем. Вот так. Так, давайте, ребят, я смотрю, вот все слаженно у вас двоих получается. Сколько вообще вот знаете друг друга и сколько вместе работаете? Буквально месяц, наверное, знакомы. Месяц? Перед То есть я думал, вы скажете год-два, месяц. Да, Нет, месяц. только месяц. Месяц, ну, надо быть просто профессионалом. Не важно, сколько времени. В месяц. Испании мы тоже так же работали. Помогали друг другу, быстро коллектив. Даже без переводчика общались с испанцами. Ага. Да. Как это на языке кулинарии можно общаться? Жестами, всякими Продуктами движениями, рисовали барашков даже. Рисовали барашка? Объяснить, что... То есть сложно сказать, this is a meat of баран, да? Они не все разговаривают На английском? Только испанский есть. То есть все понятно. Если не знаете иностранные языки, достаточно просто уметь рисовать, друзья. Так, крышечка у нас пошла. Да, Зур-бялиш у нас в самом таком финальном этапе сейчас. И, я так понимаю, потом мы делаем отверстие, накрываем вот Отверстие этой доверили самой крышечкой. Руслану. Самое главное. Отверстие сделать. Но, ребят, чтобы тоже потом не говорили, что я не готовил. Да. Почему вы, ребят, сказали 3 часа? Обычно бялиш, мне кажется, вот 2 часа максимум Нет, должен быть. надо медленно готовить его. Томиться он должен, как в печи. И тогда Так, будет. а что делать, если, например, випы говорят, все, через полчаса бялиш должен быть на столе? Значит, встаешь раньше. Или у тебя в запасухе должен быть готовый бялиш уже. Всегда должен быть готов. На шаг вперед. Ну что ж, Всё. бисмилля рахман рахим. Ба-ба-бам, делаем отверстие.
Так, сколько сантиметров? 2, Да, наверное, достаточно. да? Достаточно. Крышечку. Закатываем. Бабам. Оп. Так, смазываем маслом. Для чего смазываем маслом? Ну, чтобы был колер красивый такой у нас. Вот видите, с Испании приехал колер. Колер, друзья, татары, это цвет. Запомните, цвет. Чтобы был колер, красивый был. Сливочным маслом. А нет, не сливочным, растительным. Да. Но можно и сливочным Можно, или нет? конечно. Можно сливочным. Все. Отправляем беляш на 3 часа. Он должен томиться при температуре 150 градусов. Друзья, имейте в виду. Все. Итак, опа. Поехали. Дорогие друзья, это еще не все. После небольшой паузы еще один кулинарный сюрприз от наших поваров. Зур беляш. Сначала замесили пресное тесто и дали ему отдохнуть 20-30 минут. Для начинки нарезанную мякоть баранины смешали с заранее отваренной полбой и пассерованным репчатым луком. Приправили специями и хорошенько перемешали. Большую часть теста раскатали и выложили на смазанную маслом сковороду. Подготовленную начинку горкой выложили на раскатанное тесто, а края теста присобрали к центру. Затем раскатали меньшую часть теста, накрыли ею беляш, края соединили и защипали. Посередине сделали отверстие и закрыли его пробкой из теста. Сверху беляш смазали растительным маслом и отправили выпекаться в духовку на 3 часа при температуре 150 градусов. Программа «Секреты татарской кухни» вновь в эфире, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Зур беляш у нас уже в духовке, а сегодня его готовят настоящие профессионалы, татарские повара Радик Хайбулов и Роберт Кабалеев. Ребята, спасибо, что пришли. Сейчас мы переходим ко второму блюду, и, как вы сказали, оно называется у нас татла. Популярный татарский десерт его можно назвать, да? Из чего он готовится? Я вижу, кстати, уже пастила здесь. Да, у нас готово Домашнего пастила. приготовления. Какая-то заранее из яблок, из чего? Из яблок. Яблочная пастила. Курага, Чернослив. изюм, мед. Предварительно замоченные. Чернослив, курагу и изюм мы уже замочили в воде немножечко. Я грецкий орех еще вижу. Ребят, приступим. Сейчас размельчу грецкий орех. Роберт у нас порежет Добавлю курагу с черносливом, сначала меду вниз. а Радик будет кушать мед. Напоминаю, наши повара буквально недавно вернулись с Испании, где они принимали участие в российских гастрономических неделях. Ребят, вот про сам конкурс давайте немножко поговорим. Вы готовили там зур беляш. Сколько готовили? Сколько человек пробовало этот беляш? Первый день мы приготовили 7 зурбалишей. 7. 7. У нас было 70 человек. Мы там готовили гусей, фаршированный чернослив с яблоками, баранину с костыбы, с картошкой. Потом чак-чак, талкыш. Треугольник подавали с бульоном. Это у нас ужин был. Ребят, подождите, а вот ингредиенты, гусей, барашка, это все привезли из Татарстана? Мы привезли только гусей с Татарстана. Остальное там Гусей, заказали. полбу мы привезли из Татарстана. Сколько гусей вы из Татарстана привезли? 7. 7 гусей. гусей. Как вас на таможне там в Испании не остановили? Ребят, так, что за продукция? Нам посол написал письмо. То есть разрешение? Разрешение, да. Разрешают 2 татарским поварам на ввоз 7 татарских гусей. А какие-то продукты на память оттуда не увезли? Какие-то, может, вот чем славится Испания? Привезли конфеты из фиалок, леденцы. Что это за леденцы из фиалок? Вот у них Из цветков фиалок делают. фиалок делают конфеты. Ну, это как сувенирное, чисто испанское. Чтоб То для есть подарили ребенку, говорит, можно я съем, пап? Нет, это сувенир. Для приготовления теста нам нужно было сметана, а в Испании, оказывается, и не употребляют. Нам пришлось заменить на крем. У них есть свой крем, ну, по подходящей, По консистенции. да. Вот похоже на Добра, сметану. да. То есть там только майонез получается? Получается, между сметаной Типа и йогурта, что-то наподобие такое йогурта. было. Подожди, ну я сразу зрителям скажу, в Испании нет ряженки, нет КТК, чтобы они не думали, что Кефира. сметаны только нет. Кефира. Даже кефира нет. Кефир это у них очень ценный продукт считается. Как же скучно живете вы в Испании, дорогие наши иностранцы. Итак, ребят, сливочное масло, Мед. мед и орешки. Кстати, вот я посмотрю на состав десерта, да? Но, мне кажется, раньше могли позволить приготовить такой десерт себе только богатые татары. Сколько это этому блюду вообще? Как вы думаете? Знаем даже ответить. Так же, как в Казани, больше 1000 лет. Больше 1000 лет. Все, что вкусно, все больше 1000 лет. Все, что красиво, тоже больше 1000 лет. Так, чернослив, изюм, курягу добавляем туда же. Все это смешиваем. Да. Давайте сделаю я. Булгар.
Со времен Волжской Булгарии. Да, Так. пришло. Ну, Начинку мы тщательно перемешали. И сейчас я передаю эту начинку в руки профессионалов. И мы узнаем, как же делается блюдо под названием татла. Так, выкладываем начинку равномерно. Роберт, смотри внимательно. Я думаю, ты тоже не в курсе еще. Так, всю начинку, да? Выкладываем. Сейчас будем равнять. То есть вот мы сейчас все это заворачиваем в рулет, и уже можно пробовать или нет? Нет, мы положим в морозилку минут на 40. А, то есть И 40 она минут дойдет, оно застынет. должно... Застынет. 40 Застыть, минут да. застыть должно в морозилке. Так, примерно. И Разложим. потом уже с горячим чаем, Начинаем заворачивать. внимание. Ну, все понятно. Сейчас люди говорят, татарские роллы делают, все понятно. Но на самом деле, друзья, это татла, старинный татарский десерт. Очень вкусный. И вот так вот. Нет, Роберт, ты точно первый раз это видишь, нет? делал. Было, да, дело? Делал. Какие еще десерты татарские любишь? Чак-чак, люблю. Талкыш, Палкаш калявы? хворост. Ну, шпишмак, паренеш, все, очень много всего. Что я люблю, как говорится. Самое главное, чтобы было вкусно, приготовлено, с душой. Выравниваем немножко. Бока. То есть Такой ровной формы. бока мы убираем. Да. И все, выкладываем. Позволь, я подержу это чудо. Вот так вот оно выглядит, и пробовать его можно ровно через 40 минут, когда наше блюдо охладится в морозилке. Блюдо охлаждается, зурбялиш готовится, и после небольшой паузы мы будем все пробовать. Наконец-то уже, наконец-то. Татла. Чернослив, изюм и курагу заранее замочили в горячей воде. Все ингредиенты измельчили и перемешали со сливочным маслом и медом. Подготовленным фаршем смазали пласт пастилы, свернули его в рулет, завернули в пергаментную бумагу и положили в холодильник на 40 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. Радик, давай попробуем бәлеш. Итак, Радик, какие варианты есть подачи зурбялиш? Ну, мы основной, как бы, по-нашему уж подадим. Ага, по-нашему, по-татарски. Да. Кстати, а запивать мы будем зурбялиш нашим национальным напитком, которого нет в Испании и вообще мало где есть. Но в Татарстане он всегда есть, это катык. Люблю. Колпачок немножко Так, сюда. колпачок. Нет, колпачок давай мне сразу на тарелочку. О, Так, нарезаем кусочки. Крышку сначала откроем. крышечку скроем. Так, а здесь у нас, дорогие друзья, татла, тот самый вкусный татарский десерт. И после того, как он заморозится в холодильнике, очень красиво выглядит, как один из лучших мировых десертов. Согласен, Радик? Мы его тоже попробуем. Но сначала все-таки... Всё. Давай, Роберт, тарелочку. Вот он. Вот какой. Ой, бәлеш с полбой. Так, мне можно побольше, ты знаешь? Кстати, как там подавали бәлеш? Вот так же? Нет, мы подавали немножко в европейском стиле. Подали в формочках, положили вот полба с мясом. Ага. И сверху крышечку нарезали треугольником. И понемножку, понемножку, всем хватило. Все у нас готово? Все. Можно Итак, приступать. Радик, Роберт, как говорят, готовь к обеду ложку. Бәлеш от лучших татарских поваров. Бисмилля рахман рахим, пробуем. Приятного аппетита. Ребята, оставайтесь как вы у нас на кухне. Такие люди нам пригодятся. Спасибо. Вот вкусный, настоящий такой вот, знаешь, даже где-то жирноватый, Мощный. татарский, мощный, вот, мощный бәлеш был бы. Молодцы, ребят, спасибо, ребят. Но бәлеш что надо. А сейчас татла. Некоторые говорят про это блюдо, что это настоящий татарский энергетик. Здесь очень много витаминов, здесь мед, орехи. Что еще здесь у нас? Яблоки. Яблоки, то есть масса вкусностей, которые очень полезны для организма. Это блюдо можно есть бесконечно. Ребят, ну, татло у нас сегодня получилось бик балла, бик тамле, хам файдалла. Вот так вот я скажу. Попробуйте, друзья, очень вкусный десерт. Не думайте, что я оставил за кадром, мы съедим все это начисто.
Ну а сейчас, ребят, я хочу вам вручить подарки от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды. Вот такие чудесные сковородки. Готовьте на здоровье, готовьте с любовью. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. Кастрюли, сковороды, жаровни – все это вы найдете в коллекции Кукмара. Ребят, на этом наша программа подходит к концу. Я хочу большое вам спасибо сказать за эти вкусные угощения. И вообще спасибо, что вы достойно представили нашу республику на таком международном серьезном конкурсе в Испании. Будущих успехов вам, самых вкусных блюд, Спасибо вам за приглашение. И любите татарскую кухню. так, как любим ее мы. Для вас сегодня готовили Радик, Роберт и Руслан. Смотрите нас каждую неделю. Слава Богу, Дуслар. Пока-пока. Спасибо, ребят. Рахмет.